Сияла гордость за своих бойцов, дошедших до фашистского рейхстага и водрузивших храбро наши флаги. В борьбе с фашизмом плечом к плечу стояли представители всех народов Советского Союза. Среди них были и ингуши, многие из которых прошли всю войну, дойдя до самого Берлина. Из наших источников музейного архива более 20 воинов наших, которые брали Рейхстаг, и более 300 человек, которые по нашим источникам, которые брали Берлин. Один из тех, кто дошел до Берлина, Арчаков Хасолт, выдающийся летчик, окончил военно-морское авиационное училище. В ряды Красной Армии призван с июня 1941 года. Хасолт прошел всю войну. Это, знаете, легенда авиации тогда. Почему? Потому что он начал войну в Моздоке и закончил свою войну прямо в Берлине, взятием Рейхстага. Много раз Хасолт подвергался смертельной опасности, совершая полеты по вражеским тылам в Белоруссии, Польше, Германии. В музее хранится его авиационная книжка, в которой записаны все боевые вылеты летчика. Их за время войны Хасолт Арчаков совершил более 200. Он в момент взятия Германии и Берлина защищал нашу первую белорусский фронт, который возглавлял Георгий Жуков, командующий всей этой операцией. И он совершил более 96 вылетов при взятии Германии и Берлина. Среди прославивших наш народ на Великой Отечественной войне и Машхоев Касум. Его боевой путь был сложным и тернистым. Он прошел всю войну от Сталинграда до Берлина. Даже после ранения, полученного в ожесточенных боях за взятие Варшавы, Касум рвался на фронт. Так он дошел до Германии. О заслугах нашего земляка говорят его награды. Ушел с Моздока воевать и оказался на самом пекле войны, взял Берлин, Рейхстаг и удостоен тоже многими наградами, орденом Красной Звезды, орденами Отечественной войны и многими другими нашими наградами. Еще один ингуш, покоривший Берлин, Умар Богатырев. Он участвовал в освобождении Польши, Чехословакии, Венгрии. Умар рассказывал о встрече с маршалом Жуковым после взятия Будапешта. По его словам, Георгий Константинович обратился к нему с вопросом: «Как думаешь, Берлин возьмем?» На что командир минометчиков четко отрапортовал: «Обязательно возьмем». В мае 1945 года артбатарея 241-й стрелковой дивизии под командованием Умара Богатырева вступила в Берлин. За его взятие Умар был представлен к ордену Красной Звезды. Люди, которые установили знамя победы над куполом на самом верху, это была 5-я дивизия, которая водрузила это знамя. Очень приятно, что среди этого числа водрузивших знамя есть и наш земляк Богатырев Умар Залиевич. История ингушских воинов, дошедших до Берлина, это история мужества, стойкости и преданности родине. Их подвиг – важная часть общей победы советского народа над фашизмом. Хадиджа Евлоева, Билал Ахильгов, Магаз 24.